Этническая история крымско-татарского народа на протяжении тысячелетий формировалась в Крыму. Под влиянием многих факторов сложились особенности антропологического типа, расовой принадлежности, языка, характера, традиций, религии и быта коренного народа. Это был сложный процесс. В нем приняли участие многие народы и племенные союзы в разные времена, населявшие Северное Причерноморье, включая Крымский полуостров. Это были тавры, кемерийцы, скифы, сарматы, аланы, эллины, готы, гунны, хазары, печенеги, кыпчаки, итальянцы, монголы и многие другие. Нельзя сказать, что кто-то больше, а кто-то меньше оказывал влияние на крымцев. Все они внесли свой весомый генетический вклад и заложили фундамент будущей нации, которая уже в 15 веке создаст свое независимое государство. Представители кизил-кобинской культуры тавры бесспорно являются аборигенами Крымского полуострова. Вся история тавров связана только с Крымом. Здесь она начиналась и здесь закончилась, не выходя за его пределы. Согласно археологическим исследованиям, тавры известны с XI века до нашей эры. В письменных же источниках упоминаются с V века до нашей эры, в частности, в истории Геродота. Согласно археологическому материалу, ареал проживания тавров занимал территорию от современной Евпатории до Керченского полуострова, включая горный, предгорные районы Крыма. Гераклийский полуостров, Инкерманскую долину, побережье Балаклавы и мыс Айя, долины рек Бельбек, Кача, Альмас, Алгир, Зуя, Карасу и другие. Северные склоны юго-запада главной гряды и горные долины – Ашлама-Дере, Байдарскую, Бельбекскую, Качинскую, Альминскую и другие. Северные склоны главной гряды в ее центральной и юго-восточной частях, верхнюю часть долин рек Бештерек, Карасу, Бурульча и другие, Алуштинскую, Судакскую, Капсельскую, Косскую, Атузскую и другие долины южного и юго-восточного побережья. Проживая на этих территориях тысячелетиями, тавры бесспорно оставили глубокий след в духовной и материальной культуре коренного народа Крыма. Нередко скифские, эллинские, а гораздо позже крымско-татарские селения поднимались буквально на фундаменте таврских городищ и крепостей. Что касается этимологии слова «тавры», то, согласно утверждениям античных авторов, эллины слышали, как жители Горного Крыма называли сами себя таврами. Это непонятное слово напоминало им по звучанию эллинское слово «быки». Отсюда и получила развитие одна из популярных версий, утверждающая, что тавры якобы грецизированная форма какого-то туземного, близкого по звучанию слова. Ее автором был российский историк Михаил Ростовцев.
Но попытки объяснить этноним, то есть самоназвание народа, на базе греческого языка изначально неудачная идея. Если тавры называли себя таврами, значит этот этноним и этимология этого слова легко объясняется на базе тюркских языков, в частности крымско-татарского, а не эллинского, как почему-то пытались это делать многие авторы. Первоначально слово звучало как тав-эрлери – люди, проживающие в горах, горцы. Следовательно, этноним тавры не имеет ничего общего с эллинскими быками. Более того, самоназвание тавров свидетельствует о том, что они говорили на одном из тюркских западно-кыпчакских языков, а далеко не на иранском, как это было принято утверждать в советские времена. О таврах сохранилась письменная информация у античных авторов. Однако она не дает общей картины о бытии и культуре этого народа. Большинство источников описывают аборигенов Крыма как разбойников и пиратов, убивающих всех чужестранцев, ступивших на их землю. И первым это сделал Гомер. Описывая в своей «Одиссее» Балаклавскую бухту и ее окрестности, легендарный древнегреческий поэт первым упомянул о ее местных жителях таврах, называя их листригонами, великанами. Безымянный античный автор сочинения «Землеописания», ссылаясь на утверждения эллинских писателей Причерноморья Эфора и Деметрия Колотийского, оставил свое описание о древних жителях Крыма. Тавры – народ многочисленный и любят кочевую жизнь в горах. По своей жестокости они варвары и убийцы и умилостивляют своих богов нечестными деяниями. Описывал тавров и Геродот, категорично заявляя, живут тавры разбоем и войной. По его мнению, они были варварами, приносящими в жертву своей богине-деве эллинов, потерпевших кораблекрушение у берегов полуострова. Более поздний автор Климент Александрийский сообщал: тавры, кого не захватят у себя из иностранцев, потерпевших кораблекрушение на море, тотчас приносят в жертву таврической Артемиде. Артемиды эллины называли таврскую богиню-деву. Римский историк и географ Страбон также считал тавров и скифов разбойниками и варварами. Он тоже упоминал о святилище Деве, какой-то богине Херсонесе, добавляя, что имя ее носит находившийся перед городом мыс Парфиний. В святилище же находится храм богини и ее статуя. Между городом и мысом и есть 3 гавани, затем следует древний Херсонес, лежащий в развалинах, потом гавань с узким входом, где тавры, скифское племя, обычно собирали свои разбойничьи банды, нападая на тех, кто спасался сюда бегством. Эта гавань называется Сюмбулон-Лимен и образует вместе с другой гаванью под названием Ктентунт перешеек в 40 стадий. В те времена это море было недоступно для плавания и называлось Оксинским, негостеприимным, из-за зимних бурь и дикости окрестных племен, особенно скифов, так как последние приносили в жертву чужестранцев, поедали их мясо, а черепа употребляли вместо кубков. Впоследствии, после основания ионянами города на побережье, это море было названо Эвксинским, гостеприимным. По мнению античных авторов, этими жертвами в основном были эллины. Но объективна ли такая информация в условиях VII века до нашей эры, когда эллины фактически начали военные действия против тавров, постепенно завоевывая южное побережье Крыма? Возможно, выше приведенные авторы оправдывали экспансию эллинов и всячески старались найти аргументы против местного коренного населения полуострова. К примеру, Страбон был родом из Амасии, резиденции понтийских царей. Его семья принадлежала к ближайшему окружению Митридата Евпатора и по политическим мотивам вынуждена была перебраться в Рим. Это вполне объясняет предвзятое отношение римского историка с эллинскими корнями к таврам и скифам, которые, естественно, оказывали сопротивление далеко не мирным пришельцам и не хотели уступать им свои земли. Что касается Геродота, то он тоже родился в Малой Азии, в Галикарнасе, жил и писал в V веке до нашей эры. Его сведения уникальны, он важный источник по истории Великой Скифии.
Благодаря Геродоту мы сегодня знаем о десятках народов, некогда населявших территорию современной Украины. Он много путешествовал, был свидетелем, как эллины все еще постепенно заселяли Северное Причерноморье. Конечно, мирным эти переселения нельзя было назвать, ведь они теснили проживающих здесь людей, которым очень не нравилось, что внедряются на их территорию, разрушают их дома и нарушают покой. Поэтому рассматривать описание человеческих жертвоприношений и даже каннибализм у тавров не стоит буквально. Это преувеличенная информация. То есть сведения, оставленные теми, чьи симпатии были на стороне завоевателей. Против человеческих жертвоприношений свидетельствуют археологические находки. В середине 20 века в пещере Енисала было обнаружено святилище тавров. В культурном слое сохранились осколки глиняной посуды и большое количество костей. Но все кости принадлежали исключительно животным. Именно их тавры приносили в жертву своей богине. Подобные святилища были по всему горному Крыму, и, как правило, они располагались в сырых, холодных и труднодоступных пещерах, непригодных для жилья, что свидетельствовало о скрытом от посторонних глаз ритуале. Возможно, что главный алтарь богини-девы располагался где-то на мысе Фиолент. Утверждение о том, что тавры жили исключительно разбоем и пиратством, также вызывает большие сомнения. И не только потому, что у них не было соответствующего флота, им незачем было грабить, а вот обороняться от непрошенных гостей приходилось. И тем не менее, ни на одном городище, ни в одном могильнике тавров археологами не обнаружено античных ценностей, которые они теоретически могли бы присвоить. В целом тавры вели мирный оседлый образ жизни, занимались скотоводством и земледелием, то есть обеспечивали себя всем необходимым, разводили овец, коз и коров, выращивали пшеницу, горох, ячмень, фасоль, чеснок, лук, чечевицу. У них был широко распространен земледельческий культ. Историки условно делят тавров на ранних, средних и поздних. Возможно, это связано с развитием самого народа, его перехода из бронзового в железный век. Приблизительные рамки ранних тавров – 11-6 век до нашей эры. И судя по найденным находкам этого периода, тавры уже умели строить оборонительные стены преимущественно в горах. Наиболее интересным был погребальный обряд. Своих соплеменников они хранили в рукотворных каменных ящиках, укладывая умерших в скорченном положении на боку. Таврские каменные ящики открыты во многих местах южного берега Крыма и главной гряды Крымских гор. Известны могильники, состоящие из нескольких погребальных сооружений. Другие представляют собой десятки каменных ящиков, расположенных порой параллельными рядами. Классический таврский каменный ящик состоит из 4 вкопанных в землю плит, образующих его стенки, сверху он покрыт 5-й плитой. Все таврские могильники разграблены, исключением может служить лишь могильник Малмуз в Байдарской долине. Вероятно, каждое погребальное сооружение служило родовой или семейной усыпальницей многим поколениям. В этих необычных погребениях ранних тавров найдены оружие, предметы быта и украшения, изготовленные местными мастерами-таврами из бронзы. Нет сомнений, что тавры жили оседло. В VI-V веке до нашей эры они обрабатывали землю и постепенно переходили от примитивного мотыжного к плужному земледелию с применением тягловой силы домашних животных, чаще одомашненных лошадей. С V по I век до нашей эры условно начинается период средних тавров. Они постепенно покидают степные районы полуострова, уступая их скифам. В V веке до нашей эры Геродот упоминает о первом таврском царе неком Тааса. Но это скорее был старейшина или вождь рота, нежели царь, так как у тавров не было самостоятельного государственного объединения. Они жили отдельными общинами, занимались сельским хозяйством, осваивали и улучшали традиции чаирного садоводства.
Раскопки поселений тавров Учбаш показали использование ими черешни, алчи и вишни. Остатки груш, яблок, грецких орехов и черешни были обнаружены в поселениях и могильниках тавров. Уже к IV веку до нашей эры известны первые таврские винодельни. А это означало, что тавры выращивали виноград. Это были местные мелкоягодные высокоурожайные сорта. К III веку до нашей эры из-за угрозы перед внешней опасностью строят новые неприступные укрепления на возвышенностях и скалах. Сохранились остатки крепостных стен. Их тавры клали без раствора из точно подогнанных огромных блоков местного камня. Примером может служить городище Керменчик, юго-восточная часть современного Симферополя, который тавры заложили около 400 лет до нашей эры. Располагался он на высоком плато. С одной стороны, Керменчик был защищен обрывами, с другой – полноводной рекой Салгир. Конечно, глядя сегодня на реку, протекающую через современную крымскую столицу, трудно представить палеолитический пейзаж, когда главная крымская река была намного шире и полноводнее современной. Недаром первые жители этой территории облюбовали отвесные скалы, у подножья которых пенились воды Салгира. Река являлась неприступным водным рубежом для древнего таврского города Керменчик. С юга, где естественной защиты не было, тавры возвели оборонительную стену. Ее основания были сложены из камней, а верхний ярус – из сырцовых кирпичей. Около IV века до нашей эры до этих мест дошли скифы. Сегодня мы уже не знаем, оказывали ли сопротивление тавры или нет, но хорошо известно, что они отсюда не ушли. Тавры продолжали жить в своем городище, а рядом скифы возвели свою столицу. Очень скоро Керменчик слился с новым городом и превратился в таврские кварталы Неаполя скифского на долгие века. Именно у средних тавров уже встречаются дома столбовой конструкции, оплетенные лозой и обмазанные глиной, полуземлянки с аналогичной наземной частью и обычные землянки. В селениях появляются гончарные печи, системы водоотводных каналов. Постепенно из погребений исчезает бронза, появляются железные изделия и гладкая, более изящная лощеная керамика. Как выше уже было сказано, тавров постепенно начинают теснить скифы. Однако о каких-либо крупных военных столкновениях между таврами и скифами той поры античные авторы ничего не говорят. То есть и тавры, и скифы мирно уживались, а это вело к неизбежному процессу ассимиляции. Так, в VI-IV веке до нашей эры на границе степей и предгорий наблюдается активная тавро-скифская оккультурация. Это подтверждают подкурганные погребения, сочетавшие скифские и таврские черты погребальной обрядности. Ко II веку до нашей эры в письменных источниках и надписях, найденных на территории полуострова, появляется искусственный этноним тавро-скифы или скифа-тавры. Античные авторы отмечали, что тавры – скифское племя, выступали совместно со скифами против войск Митридата. Подтверждают этот факт и раскопки. В захоронениях того времени отчетливо видна взаимосвязь погребальных культур. Следовательно, эти две этнические группы нашли точки соприкосновения и посчитали, что союз между ними принесет больше пользы, чем вреда. Ведь тавры были автохтоны и, как никто лучше других, знали особенности крымской земли. А скифы, недавние переселенцы, опередившие тавров в развитии государственности, представляли силу и могли защитить аборигенов от другой внешней опасности. Но несмотря на то, что тавры своими противниками рассматривали эллинов, процессы взаимоотношений и с ними были необратимы. Во II веке до нашей эры тавры уже занимали целые кварталы, не только в скифских городах, но и в эллинских. Об этом красноречиво говорят захоронения на территории античного Херсонеса.
Возможно, это были отдельные группы, роды и племена, однако такое соседство только способствовало культурному смешению. Постепенно начинают стираться этнические различия. Поздние тавры в III-IV веках нашей эры уже были хорошими скотоводами и земледельцами, а в приморских селениях – рыбаками. В III веке до нашей эры эллины вступают с таврами в вооруженные конфликты, вероятно, из-за земель. Эллины продвигались вглубь полуострова, отвоевывали новые территории, на которых закладывали новые селения, но уже с мощными стенами и башнями. Со II века до нашей эры у эллинов появляются более опасные противники в лице скифов. Последние встали на защиту интересов тавров. Любопытен еще один факт. Со временем эллины в Крыму стали поклоняться той самой богине Деве, возможно, в эллинской интерпретации Артемиде, которой, по свидетельствам Геродота и Страбона, тавры приносили в жертву их предков. По утверждению некоторых исследователей, тавры сошли с исторической арены. На самом деле они не исчезли бесследно. Они вошли в состав крымско-татарского народа и заложили те самые неповторимые черты и особенности новой нации. В подтверждение можно привести мнение ученого XIX века Петра Кепена. Он писал, что тавры, будучи в средние века сильно татаризированы, оставались жить на старых местах, но уже под другим именем и перейдя постепенно на крымско-татарский язык, приняв мусульманскую веру. Сегодня тавры аборигены Крыма незаслуженно забыты, ведь именно они дали крымцам южного берега тот необычный типаж, который ошибочно приписывают итальянцам и эллинам. В конце XIX века находим любопытное подтверждение этому в работе этнографа Николая Харузина. Он писал: «Многие говорят, что южнобережные татары имеют греческий тип. Но это несправедливо. Татары Крыма имеют свой тип, действительно сильно колеблющийся по отдельным местностям, и тем не менее тип своеобразный. Главенствующий элемент был бесспорно не тюркский». Академик Паллас отмечал, что горские татары Кикинеиза, Лимены и Семииза имеют совершенно особый тип лица, отличающихся от всех других горских татар. Очень продолговатое лицо, непропорционально длинный загнутый нос и сжатые с боков высокие головы. Все эти татары имеют рыжий или светлый цвет волос. В заключение можно сказать, что тавры – это реликт Крыма. Именно они положили начало и стали одним из главных компонентов формирования этногенеза крымских татар. Однако их ранняя история все еще остается для нас загадкой, и ученым предстоит открыть удивительные факты о народе, который родился, взрослел и формировался на Крымском полуострове.